Глава Республики Коми представил на экономическом форуме перспективы развития арктической зоны на территории нашего региона. В частности, Коми становится привлекательным регионом для внутреннего туризма. 1,5 часа на самолете из центра страны, но при этом уникальная девственная природа. И это не только седьмое чудо России, Мань-Пупунер. Большим спросом также пользуются пеший, водный и агротуризм, и самобытная культура нашего народа. Уникальным направлением становится и промышленный туризм. Во время форума среди участников разыграли несколько туристических путевок в Коми. Сегодня 4 арктических сухопутных территории. И особенно вот у нас есть сухопутная территория Устильма. Это самый крупный сегодня у нас муниципалитет в республике, со своим абсолютно колоритом, со своими традициями. Это изначально великоновгородцы, которые ушли туда из-под Пименовской реформы. Это старообрядцы, уникальная совершенно территория. И вот этот дух старообрядчества и уникальная возможность побывать на сухопутной арктической территории, при этом очень действительно интересная история в части и агротуризма. У нас там уникальные предприятия, которые сейчас как раз по разведению, например, овец, но это надо понимать, что это Арктика, да, где овца и где Арктика. Развитие Арктики – одна из приоритетных тем экономического форума. Это 5 миллионов квадратных километров льготной зоны для ведения бизнеса, установленной правительством России. За 3 года туда пришло более 1,5 триллиона рублей инвестиций, более 700 инвестпроектов уже реализуются. Благодаря арктическим субсидиям, отметил Владимир Уйба, развивается социальная сфера северных территорий. На эту арктическую субсидию впервые оснащаем маленькие, небольшие ФАПы, амбулатории, участковые больницы медицинским оборудованием, которое, конечно, бы довольно сложно туда было приобрести просто вот за федеральные деньги или там за республиканские. Это первое. А там живут люди, и они достойны точно совершенно вот такой очень хорошей жизни. А второе, мы приобрели очень большое количество техники, в том числе снегоуборочной, потому что Арктика – это снег. А людям нужно, чтобы и дороги были почищены, и аэродромы были почищены и так далее. Территория Коми привлекательна и для новых инвесторов. А с учетом арктической зоны – это еще и большие преференции. Очень большое количество разведанных месторождений, минеральных месторождений, которые могут стать сегодня основой для производства строительных материалов, кварцевые пески для производства стекольных изделий, причем в том числе и лабораторные, это высококачественные кварцевые пески. Это сегодня очень огромный объем инвестиций в Пижемское месторождение, где кроме титановых песков, вот повторяю, есть кварцевые пески. Это очень важное, на мой взгляд, суперское вложение. Это Сосногорск, Индиго, еще одна железнодорожная ветка, которая в корне меняет логистику по доставке к Северному морскому пути. Благодаря санкционным ограничениям, подчеркнул Владимир Уйба, республика расширила рынки сбыта. Так, уникальное предприятие нетканных материалов переориентировалось на внутренний спрос в стране. А лесопромышленные компании теперь могут работать с полным циклом производства на территории Коми.